эфире новости экономики на Якутия-24 в студии Нургуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Власти Якутии намерены снизить бедность. Это является одной из ключевых задач правительства в силу сформировавшего за последние 2 десятилетия дисбаланса трудовых ресурсов. Об этом на расширенном заседании с промышленными компаниями Колмар, Мечел, Железные дороги Якутии, прогноз золота Селигдара заявил заместитель председателя правительства Якутии Алексей Дичковский. Выездное заседание проходит в Нижнем Бестяхе в рамках года занятости и реализации проекта «Местные кадры в промышленность». 20 лет мы занимаемся трудоустройством жителей республики на промышленные предприятия, но, если честно, прорывных результатов мы пока не достигли. Ключевой проблемой, почему мы не можем в полной мере обеспечить промышленные предприятия их потребностью в кадрах, является то, что мы наблюдаем серьезный дисбаланс трудовых ресурсов. Вся работа, которую мы сейчас ведем, нацелена на повышение реальных доходов и исключение бедности. Мы должны достичь отрыв от прожиточного минимума и снизить бедность. Это наша главная цель, сказал он. В рамках выездного заседания между Государственным комитетом по занятости населения и рядом промышленных компаний, таких как Полюс Алдан, Якутуголь, Эльгауголь, прогноз золота Селигдара, были подписаны соглашения о взаимном сотрудничестве по реализации приоритетного проекта республики «Местные кадры в промышленность». По данному проекту в прошлом году заключили контракты 5 компаний, осуществляющие свою деятельность на территории Южной Якутии. В этом году в портфеле находится 20 компаний. Планируется трудоустроить 3000 местных кадров, в том числе порядка 200 молодых специалистов. Уровень безработицы в Якутии достиг 7%. Это на 2% выше, чем в субъектах Российской Федерации. Исходя из этого, в республике ведется большая работа по ее снижению. Так, 2018 год был объявлен в республике годом содействия занятости. Участниками процесса являются органы государственной власти, органы муниципальной власти и бизнес-сообщества. В целом, по году занятости планируется трудоустроить в этом году не менее 20 тысяч людей. Власти Якутска расторгают контракт с китайской компанией «Джода». Об этом сегодня журналистам заявил мэр Айсен Николаев. Мы начали процесс расторжения договора с китайской компанией «Джода». Они не выполнили заявленный объем и не выдерживают по срокам реализации проекта, сказал он. По официальной версии, строительство было приостановлено из-за климатических условий Якутии, после чего строительство передали местной компании. Напомню, что в 2015 году крупная китайская инвестиционная компания «Джода» заявила о своем намерении произвести плановую застройку 2, 4 и 17 кварталов города. Общая сумма инвестиций вначале составляла более 40 миллиардов рублей, затем была сокращена вдвое. Согласно проекту, инвестор за счет своих средств должен был выполнить строительство более 400 тысяч квадратных метров качественного жилья в 3 кварталах города со школами, детскими садами и теплыми гаражами. Строительство должно было завершиться в 2021 году. 200 новых бипланов пополнят парк полярных авиалиний. В апреле ожидается подписание долгосрочного контракта на строительство 200 самолетов малой авиации для авиакомпании «Полярные авиалинии», которая намерена расширить сеть маршрутов на Дальнем Востоке и в Сибири. Первые поставки воздушных судов Улан-Удэнский авиационный завод планирует начать с 2021 года. Данный выбор обусловлен большим опытом авиакомпании «Полярные авиалинии» по выполнению полетов по местным маршрутам на обширную сеть аэродромов республики, состоящую из более 120 посадочных площадок и ветродромов и 32 аэропортов. Работа ведется в рамках подписанного на Российском инвестиционном форуме 15 февраля 2018 года в Сочи между Минтрансом Российской Федерации, Минпромом Российской Федерации, Республикой Саха-Якутия, Республикой Бурятия и компанией «Вертолеты России». Соглашение об организации местных воздушных линий в регионах Российской Федерации. Реализация документа планируется на базе авиакомпании «Полярные авиалинии». 8 якутян стали кандидатами в наблюдательный совет Алроса. Об этом говорится в сообщении компании. Всего в списке 18 человек, в числе которых Егор Борисов, министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения Григорьева, генеральный директор республиканской инвестиционной компании Петр Алексеев. Также в список вошли выдвинутые правительством России министр финансов страны Антон Силуанов, генеральный директор Алроса Сергей Иванов и руководитель Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. В компетенцию наблюдательного совета входит решение вопросов общего руководства работой компании.
За прошлый год в Алроса трудоустроены около 4000 человек, из них более 3500 являются жителями республики. Между руководством Алроса и правительством республики заключено соглашение. Профсоюз «Профалмаз» компании «Алроса» последние 3 года уделяет пристальное внимание повышению престижа рабочих профессий. Экономия дизельного топлива солнечными электростанциями в 2017 году составила 300 тонн стоимостью 17 миллионов рублей. В Якутии эксплуатируется 19 солнечных электростанций общей мощностью 1,6 мегаватт. Вместе с тем, работа возобновляемых источников энергии в комплексе с дизельными электростанциями позволяет лишь сократить объем потребления дизельного топлива. В свою очередь, внедрение альтернативных источников энергии возможно только с привлечением сторонних инвесторов. Сейчас реализуется ряд таких проектов. Например, в поселке Тикси осуществляется проект строительства ветродизельного комплекса общей мощностью 3,9 мегаватт. А в изолированных населенных пунктах Якутии ведется строительство автономных гибридных энергоустановок на базе солнечной энергии. В зоне централизованного энергоснабжения расположены Центральная, Западная и Южная Якутия. Здесь генерация электроэнергии осуществляется крупными станциями: каскадом Вилюйских ГЭС на западе, ЕГРЭС-1 и ЕГРЭС-2 в центре и Нерюнгринская ГРЭС на юге. С 2019 года эти 3 энергорайона будут объединены и войдут в объединенную энергосистему Дальнего Востока. Ленский молокозавод меняет профиль. На его базе откроют цех по переработке мяса, а также возродится комбинат школьного питания. Об этом сообщил глава района Жумарт Абельманов. В феврале была создана комиссия, которая выявляла причины и виновных в банкротстве молокозавода и невыплаты зарплаты работникам. Молокозавод был закрыт по инициативе Роспотребнадзора еще в декабре 2016 года. Весь прошлый год копилась задолженность по зарплате, а также перед кредитными организациями в размере 7 миллионов рублей. Согласно документам, на реконструкцию молокозавода требуется более 100 миллионов рублей. Глава района не согласился со сметой и обещал реанимировать предприятие. В следующем году в пилотном режиме начнется перепись коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время ведутся переговоры с субъектами. Напомним, Федеральное агентство по делам национальности подготовило законопроект, предполагающий создание реестра коренных малочисленных народов России. В него будут включены граждане, которые проживают в местах традиционного проживания, осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и ведут традиционный образ жизни. Планируется, что реестр облегчит получение представителями коренных малочисленных народов преференций, связанных с пользованием землей и промыслами. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.